Сегодня в Сунже состоялось торжественное открытие нового отделения «Газпром Межрегионгаз». Строительство объекта стало возможным благодаря реализации программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства. С открытием этого объекта сотрудники отделения имеют все условия для быстрого и удобного обслуживания клиентов. На открытии присутствовали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, председатель Народного собрания Республики Зелимхан Евлоев и другие почетные гости. Подробности у Амины Боковой. Десятки работников и местные жители в ожидании действительно исторического события для их города. Официальной церемонии перерезания ленточки нового отделения «Газпром Межрегионгаз». Это первый объект в Сунже, построенный за счет средств газовой компании. Он станет заменой старому ветхому зданию, в котором раньше приходилось трудиться сотрудникам компании. Но здание было построено в 60-х годах, аварийное состояние было. Поэтому нахождение там людей небезопасно было. Но новое здание здесь предусмотрено, она по последнему слову техника построена. Было неудобно и клиентам, кто здесь обслуживается. Здесь обслуживается весь Сунжинский район, не только город. Очень хороший подарок для нас, очень значимый объект. Больше радости, чем сотрудникам, это событие может принести только местным жителям. Ведь раньше им приходилось испытывать серьезные трудности при оплате коммунальных услуг. Службы были разбросаны, было неудобно. В одном месте не было собрано, надо было бегать с бумагами разные адреса. Очень было неудобно. И сама контора была не такого эстетического плана, была некрасивая. Я рад, что такой красивый объект появился у нас в городе, что облагородил какую-то часть улицы. Строительство объекта проводилось в рамках реализации программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром Газораспределение». И на этом сотрудничество между республикой и компанией не закончится. В 2018 году в Ингушетию планируется направить более 1,5 миллиарда рублей на строительство 18 объектов. Поздравляют жителей с открытием нового отделения. Сегодня первые лица республики. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и спикер парламента Зелимхан Евлоев. Руководство «Газпрома» по нашей просьбе, в том числе и на правкомиссии, принято решение о том, чтобы полностью заменить сети в республике. Да, это такой трудоемкий, большой объем работы, но когда мы это сделаем, то на ближайшие 60-70 лет можно забыть про проблемы труб, изношенности сетей. Вот представьте, какое там благо для республики. И как пилотный проект выбрали Республику Ингушетию. Это тоже надо ценить и уважать. До конца августа, я надеюсь, мы еще такие же хорошие здания откроем и в Малгобеке, и в Назране, и в Джайраке. Фактически проблему снимаем. Остается только повысить платежную дисциплину, навести порядок с этим вопросом. Сегодня поставка газа вопрос становится не столько экономическим вопросом, сколько политическим. Я обратился бы присутствующим здесь работникам. Население будет платить, если эта работа будет поставлена честно, грамотно. Среди почетных гостей и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Назрань» Александр Троянов и генеральный директор ООО «Газификация Спецпроект» Тимур Аздоев. Наконец-то мы въедем в то здание, которое, наверное, соответствует нашей организации. Это первая ласточка. Я, честно говоря, езжу очень много по регионам. И первый раз сталкиваюсь в районе, чтобы стояло такое новое здание. Я сам был свидетелем того, как люди работали в старых 50-х годов постройки зданиях, не имея абсолютно никаких условий и для приема потребителей, и для организации собственной качественной работы. Поэтому то, что мы сегодня делаем и открываем, это очень большая работа. И рассчитываем, что эти качественные другие условия работы, которые созданы для сотрудников, они отразятся и на производительности труда. Как сказал Юнусбек Бамадгиреевич, нужно давать еще и качественные показатели работы. Далее для гостей устроили небольшую экскурсию. Первым делом показали абонентскую. Работа оператора отделения «Газпром Межрегионгаз» не из легких. Ежедневно он обслуживает несколько десятков клиентов.
Кто-то приходит оплатить коммунальные услуги, а для некоторых приходится проводить сложные операции. Поэтому абонентскую оборудовали по последнему слову техники. Проверяй, ты тоже проверяй. Кто у нас следующий? Номер проверяй. Нет, тут фабричной 9 нету, там только на здании фабричной. Где чего? Клиент номер 55 приглашается к оператору номер 2. Помимо офиса работы с клиентами, в новом здании находятся кабинеты для внутренней работы компании. Правда, еще не оборудованные мебелью. Здесь постарались создать максимально комфортные условия для работников. Для аварийно-диспетчерской службы люди дежурят круглые сутки. Все здесь обеспечено. Как бы для сотрудников, которые работают, вы видите, операторы, небольшая заминка у нас, естественно, произошла, потому что это первый офис у нас здесь. Здесь будет консультант работать. Подобраны сюда это операторы, девушки, которые самые подготовленные. Естественно, у них будут инструкции, камеры здесь. Мы будем контролировать, проводить занятия. Поэтому офис, я думаю, в ближайшее время будет работать в полную меру. Глава Ингушетии отметил, что строительство подобных объектов в нашей республике позволит улучшить платежную дисциплину в регионе. Довольно серьезное количество обращений было в мой адрес на моих соцсетях и в управлении, в том числе и муниципальное образование. Жалобы именно то, что люди хотят прийти, заплатить, постояли, плюнули, ушли. И больше не приходит платить. Вот как бы эта тема была. Это говорит о том, что сейчас при таких хороших, добрых условиях люди будут, конечно, платежеспособность она будет выше. Народное собрание Республики Ингушетия еще 2 года назад, 6-го созыва, проводило специальные слушания, парламентские слушания. Действительно, проблемы у нас были и по сбору платежей, и по поставке газа. Сегодня, спустя 2 года, можно сказать, что этих проблем, жалоб становится все меньше. Уже завтра местные жители смогут и сами оценить удобства и возможности нового отделения. Амина Бокова, Рамзан Миржоев, Новости 24.